Мы находимся в палатке, где сейчас лица с трудной жизненной ситуацией, ну, так скажем, обеспечено горячее питание. Здесь у нас есть специальная группа противопожарной безопасности. По своей инициативе организовали это питание. Специально собрали, как я понял, деньги на продукты специально для этих детей и людей и организовали это питание. Здесь у них горячий борщ, чай, ну и на второе. Можно я вас немного отвлеку? Ага. Представьте, пожалуйста. Я представитель Государственной противопожарной службы. Мы организовали питание на весь, кто придет, хватит всем. 80 литров первого, 82-е, чай, компот. Все довольные, ничего, кушают хорошо. Видно, что люди голодные, изголодавшиеся. Видно, что не дома. Домашней пищи, по-видимому, уже давно не видели. А как вас зовут? Распутина Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, вы вообще первый раз принимаете? Да, в этой акции, да, первый раз принимаем участие. Так. Ну, вот уже первая партия, так скажем, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, была. Ну, какие впечатления? Жалко людей, конечно, жалко людей, потому что не все такие уж сильно потерянные люди. Есть довольно-таки недавно, которые, по человеку видно, которые есть наглые, которые привыкли, что им дают, им обязаны, им должны давать. Ну, в основном, я думаю, что почаще бы таких акций. Да. Похвалите своим меню. Меню я не знаю, как хвалить. Ну, борщ у нас первое, второе у нас каша гречневая с тушенкой, компот и чай с молоком, сахаром. А мне сказали, это была ваша инициатива, то есть вы сами собрали деньги на продукты и сами... Ну, это, во-первых, это не моя, это начальника управления нашего, это учреждение, вернее, Вензеля Аяла Ануфриевича. Это он клич такой бросил. Ну, а наш коллектив, он с удовольствием, все откликнули, все продукты несли, все деньги сдавали. Все мы собрали, там одноразовую посуду, ну, что необходимо. Печка, вот у нас полевая кухня. Ребята, как говорится, раскочегарили ее. Ну, в принципе, помогали, весь коллектив помогал, в принципе, да. А то, что вот это вот готовим, тоже мы совместно с мальчишками. Ну, на мой взгляд, данная акция нужна или ваше участие, как бы, я так понимаю, уже необходимо? Нет, я думаю, что нужна все равно, конечно, эта акция вообще хорошо. Я считаю, что многих людей спасут, просто спасут, вытащат из этой ямы. А кормить нам не проблема, я считаю, что это нормально. Нам не тяжело. Спасибо. И сейчас вы наблюдаете, да, я прошу камеру показать, да, это общественная организация «Линия жизни». Оксана Кондакова ведет сразу беседу с человеком. И как бы этот центр, он занимается реабилитацией таких лиц. Оксана, вы не подскажете, вот в данный момент вы общаетесь с человеком? Вот что вы сейчас выясняете, я так понимаю, есть какие-то уже результаты, да? Да, конечно. То есть мы выясняем в данный настоящий момент, находится ли человек, где-то есть место жительства, либо он без определенного места жительства, то есть, грубо говоря, живет на улице, либо в подъезде. Если у человека есть желание куда-то определиться в восстановительный центр, либо в дом временного пребывания, мы ему даем направление в рамках акции, то есть, чтобы он не остался сегодня на улице, а получил вот срочную социальную помощь. Ну и там в последующем, конечно же, восстановление там паспортов тем, кого нужно. Вот с ребятами пообщались, у них нет документов, и нужно помочь сделать паспорт. То есть вот таким вот образом мы помогаем. Ну, я знаю, что «Линия жизни» уже двоих сегодня с утра забрали, да? Да, да. То есть 2 человека, ну, их уже покормили, переодели. Два человека мы забрали. Ну, вот ребята сейчас, если надумают поехать к нам, мы тоже их заберем, конечно, с удовольствием. Поможем восстановить паспорт. То есть вот одному из них нужно восстановить документы. Ну, вот таким образом. Все-таки акция оправдывает то, что у нас не все такие, так сказать, совсем дошедшие до ручки.
Конечно же, есть люди, тем, которым нужна какая-то помощь для того, чтобы вернуться в социум дальше, определиться там с работой, начать какие-то поиски. Но человек без паспорта, сами представляете, да, он что может сейчас сделать? Ничего, ни на работу никуда устроиться и никак. И сразу, к сожалению, это нужно время, да, для того, чтобы паспорт этот сделали, оплатить госпошлину, подать, да, получить. Ну, а человек на улице, вот они в подъезде живут. Ну, в данный момент вы же еще и их трудоустраиваете, грубо говоря, так. Ну, даете какую-то работу, чтобы он мог получить данные документы, да? Да, конечно же. То есть по силам подыскиваем что-то. Ну, работа, сами понимаете, да, неквалифицированная. Где-то грузчики, где-то разнорабочие, где-то работа в складе. То есть сортировки, пересортировки. Мы сотрудничаем с несколькими предпринимателями, кому периодически вот нужны, допустим, работники на склад. Ну и мы чем можем в этом случае помогаем. А можно вот человеку показали бумаги, вы тоже прошли всю вот эту медицинскую, да? Ну вот сегодня я пришел. Ну, спасибо им. Меня нашли на улице. Я сам с больницы только что вышел. Видишь, загипсованный. Никуда не мог идти. Они вот подыскали. Вот кормят. Сейчас подвезут куда надо. Теряха, как говорят. Все. Ну вы довольны, что вас спасли? Ну, конечно. Есть люди добрые, оказывается. Спасибо. Здесь еще люди у нас питаются. Возьмите вот, садитесь. И происходит питание. Вообще, хотелось бы спросить, нужна такая акция вам или нет? Конечно, что нужна. Спасибо людям, которые вот это все сделали. Которые такие, как нас, не бросают. И мне кажется, то, что это вот этот мэр, который вот женщина вот сейчас стала, мне кажется, это с ее подачи. Или с подачи Федорова. Ну, как бы ни было, она очень нужна. Вот мой друг тоже подтвердил. Нужна такая акция, конечно. Да. Спасибо. А вообще, потом вот предложения вам будут поступать, будете рассматривать, куда? Да, обязательно. А вот сейчас сидим и думаем. Вот тоже хочется вот в реабилитационный центр поехать вместе. Просто есть маленькие нюансы. Вот, потому, как говорится, и маленько. А вот сейчас подумаем, сейчас вот его половинка, как говорится, подойдет, рассмотрим, может быть, поедем, возьмем это самое. У нас просто-напросто есть маленькие нюансы. Только вот если эти нюансы урегулируем, то мы обязательно, как говорится, поедем. Вот покормить данных ребят. Вообще уже больше 20 человек прошло эту акцию. Уже 5, сразу говорю, из этих 20 уже пристроены. Ну как пристроены, изъявили желание. 2 поедут в Алмаз, 2 поедет сразу в этот наш дорогой центр Алмаз. Ну, заниматься трудовой реабилитацией. 2 пристроены уже, как вы слышали, у линии жизни. Ну а в дальнейшем я хотел бы... Как проходит акция, Оксана Михайловна? Да, значит, спасибо за вопрос. У нас обратились по состоянию на 14-27 человек. Поэтому конкретно врачи уже, фтизиатры дают консультацию, повезли в фтизиатрический центр. Значит, наркологи, тоже ряд товарищей, которые у нас в состоянии хронической алкогольной интоксикации, повезли в наркологию. Значит, идет система учета, и мы сегодня находимся в палатке, которая организована силами МЧС России по республике и противопожарной службой. И у нас есть противопожарная служба, вот хозяйка Ольга Васильевна здесь представлена от нашей республиканской службы. Даем борщ, значит, кашу гречневую с тушенкой, хлеб, майонез, чай с сахаром и компот.
Ну, вот сейчас только что мы слушали от ребят, которые сюда подошли, они все благодарят, да. Но хотелось бы узнать, вообще система, вот сейчас кто-то появится, поедет в Терях, кто-то изъявит желание в этом. А вообще сейчас мне сказали, что здесь проходит медицинская учет, кормежка, и потом мне сказали, что они едут флюорографию проходить, да? Да, значит, есть 3 автобуса, которые нам предоставила мэрия, поэтому 2 уже партии мы уже увезли наших граждан, которые еще не проходили флюороучет. Тут надо понимать такой тоже тонкий момент, которые проходили ранее и которые обращались к нам 25 августа в период акции, они второй раз не проходят. То есть мы здесь соблюдаем тоже их права, для того, чтобы не было двойного или там тройного вот это прохождения ФЛГ. Поэтому туда мы именно везем тех, которые еще не проходили флюорографию. Вот это важно. И оттуда потом уже мы их направляем в Терях. На сегодня их часть людей у нас будут уже, допустим, общественная организация «Алмаз» забрала 3, 2 вот сам директор «Линия жизни» уже забрал. Значит, а так мы договорились на сегодня, и центр пошел нам навстречу, собрать всех в Терехе, потому что там есть точка, их отмоют, дадут им новую одежду полностью. Ну, я правильно понял, что в Терях после флюорографии, кто изъявит желание остаться, они там самообработку, как у нас. Пройдут санобработку, а потом оттуда увезут их в другие общественные центры. Потому что там есть у них проблема, нету медиков. В общественных центрах медиков нет. Поэтому здесь предложение тоже абсолютно, я считаю, тоже активно принимаете участие в этой акции, Олег Леонидович. Это я хочу сейчас озвучить, это было ваше предложение по участию студентов в общественных центрах, чтобы они там проходили свою практику, лечебную практику. Почему бы и нет? И мы эту идею поддерживаем, и дальше будем это продвигать. То есть мое предложение, чтобы в общественные центры все-таки студенты привлекать, там же не такой это жесткий. очень правильное, хорошее предложение. Я вот про Терех, вот сейчас мне сказали, что специально было закуплено еще и теплая одежда, и в Теряхе вот они помылись, их обогрели, их переодевают, и потом они уже по желанию, да? Совершенно верно. Направляются «Успех» в общественный центр, тоже «Линию жизни». Если есть желание жить и работать в Пинуел, вот, а часть остается в Терехе. Ну, в Терехе, наверное, больше всего вот сзади вас стоит инвалиды, Да. Он сказал, что спасибо, что меня туда везут. Вообще удивительно, он поблагодарил за то, что его нашли и привезли. Вы как к этому относитесь? Действительно придется так делать? Надо сказать, что это прежде всего граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И поэтому мы на сегодня, наверное, обязаны протянуть руку помощи. Им нужна помощь. И вот я хотел бы по поводу учета спросить, да, раз мы здесь находимся. Но в прошлой акции я знаю, что многие искали своих родных, даже среди этой категории. И сейчас мне сказали, что ведется и фото, и потом будут делиться данными, чтобы, если есть возможность, кто ищет своего родного, то может быть найти. Пока мы сконцентрировали эту работу на себе. Почему? Потому что у нас нет таких учреждений, которые бы системно, целенаправленно занимались поиском родных. Да? И есть часть полномочий у Министерства внутренних дел по республике по обращению граждан. Нам обращалась одна женщина, она увидела женщину, похожую на ролики на ее маму. Но тут уже есть официальные данные, что это не ее мама. Второе, это то, что у нас есть данные общественной организации «Алмаз». Человек заработал денег и отправился к себе на родину, Верхоянский Улус-район. Он нашел своих родных, близких. Потом, после акции я уже была в Теряхе несколько раз, встречалась с гражданами. Есть у нас представители других субъектов Российской Федерации, это из Хабаровска и других городов, которые тоже хотят вернуться. Поэтому по ним мы тоже сейчас ведем поиск. Делается это не быстро, потому что пока идет запрос, пока идут ответы, но у нас эти вопросы находятся на контроле. То есть акция еще и призвана и реально помогает восстанавливать социальные связи с родными. Так что акция «Путь дома» – это непростая акция, как оказалось. Не только ищем пути решения проблемы, все-таки что сделать с этими людьми. Но здесь, оказывается, еще здесь восстанавливаются родные связи.